Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто вас сейчас разыскивает? Кто хочет вас найти? Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Прям ключ у вас вышел. Ну надо же. Смотрите, в центре вышел ключ. Да, какая-то очень серьезная информация сегодня откроется. Ну, давайте будем смотреть. Кстати, тут еще показали, что вы кого-то хотите найти. Либо хотели бы с кем-то встретиться, о ком-то что-то узнать. Так, ну давайте начнем с тех, кто вас ищет. Смотрите, здесь образ мужчины. Мужчина несчастный. Мужчина, который решил как новую жизнь начать. Да? У мужчины была тяжелая жизнь, либо мужчина вынес очень много испытаний, его все достало, задолбало, он говорит: все, с меня хватит, я хочу новую жизнь, я хочу жить по-новому и не хочу мучиться, хочу быть счастливым, любящим, любимым. Этот человек очень долго прожил с кем-то в браке, ну такие отношения, да, может быть сожительство, может быть и брак законный. Не один пуд соли съел, пережил какую-то, ну, либо беду, либо болезнь. Давайте так, и так может отыграться. Да? Понятно, что отсыпка у нас общая. Здесь вот четко показано, что он сейчас просто вот обрубает все свои прежние связи. Он заканчивает со своей прежней жизнью. С этим мужчиной вы в прошлом либо были, ну, как-то связаны, ну, допустим, были в браке, либо вы, может быть, встречались, может быть, какое-то знакомство было, может быть, курортный роман, да, что угодно. Какая-то связь между вами была в прошлом. Очень яркая, очень такая, знаете, вот ослепляющая, я бы даже сказала. У кого-то прям страсть, да, курортный роман, страсть. У кого-то, может быть, служебный роман, у кого-то юношеская любовь, там, студенческая любовь. Но у кого-то действительно был брак, но какой-то прям такой скоротечный. Либо все шло к браку, потом вы расстались. Вот этот человек вас сейчас разыскивает. Знаете, как дошло, как понял, что именно только с вами он ощущал себя счастливым. Либо именно только с вами он мог гореть этой любовью, да, настоящей любовью. Значит, тяжелая судьба, но вот желание во что бы то ни стало все поменять. Этот человек вас сейчас разыскивает. Разыскивает он через старых знакомых, через социальные сети, через, может быть, даже каких-нибудь там детективов. И так может отыграться. И еще мне кажется, что вы прям очень далеко друг от друга живете. Ну, допустим, может быть, вы в какой-то период эмигрировали, там, переехали в другую страну, либо в другой город переехали. То есть какое-то перемещение. Либо он, либо вы. Да? Вот кто-то уехал, а кто-то остался. Либо, может быть, даже вдвоем вы разъехались. Очень сложно почему-то вас найти, вас нигде нет. Либо он вас ищет, ну, допустим, по девичьей фамилии, а вы уже поменяли фамилию. Возможно, вы в социальных сетях, ну, допустим, не используете имя, а используете никнейм. Может быть, вы свою фамилию как-то пишете латиницей, да, и вот не может вас найти, вот никак не может вас найти. Хотя он такой, знаете, сдаваться не намерен. Разыскивает, очень разыскивает. Для чего, и сам не знаю. То есть у него нет в голове такого, вот что я сделаю, когда я ее найду, что я ей скажу. Почему-то ему прям идет такой зеленый свет, и он думает, ну, вот найду, значит судьба, не найду, значит не судьба. Вот такие мысли у него на фатал похожи, да.
Смотрите, девочки, если вы не против, чтобы этот мужчина вас нашел, вы либо заведите социальные сети, но напишите свою там девичью фамилию, либо там девичью и в скобочках настоящую, либо переименуйте себя, да, вот, чтобы ему было понятно, как вас разыскивать. Если вы кому-то запрещали о себе говорить, ну там давать ваши контакты, тоже это можете как немножко отменить, потому что ему очень тяжело вас искать, но он намерен найти во что бы то ни стало. Смотрите, ключ у вас прям посередине. Если вы что-то сделаете, то он вас найдет скорее. Если вы ничего не будете делать, то на это уйдет больше времени. Но мне почему-то кажется, что где-то в процентах 70-75 мужчина точно вас найдет. Найдет, придет, ну и вывалит на вас все свои идеи, планы, там, чувства, эмоции. Все это вам предоставит. Конечно, вы очень изменились, и он очень изменился. Вы уже совершенно другие люди. Может быть, как опыт наработали жизненный, может быть, взгляды поменялись, вкусы поменялись. Если там раньше вы хотели одного от отношений, теперь уже немножечко другого хотите. Я вижу, что здесь как бы судьба не против, да, не против того, чтобы он вас нашел, и не против того, ну, чтобы вы встретились, да, как-то, может быть, там что-то обсудили, поговорили, либо восстановили ваши прежние чувства, эмоции. Но все зависит, конечно же, еще и от вас. Здесь никакого принуждения, здесь как возможность, да, возможность. Так, еще идет образ какого-то случайного человека. Ну вот случайно, да, случайно где-то познакомились. Либо просто где-то в одном месте были. На вас кто-то обратил внимание. Здесь интерес тоже вот в плоскости симпатии, увлеченности и даже влюбленности у кого-то отыграется. На кого-то вы произвели неизгладимое впечатление. Там даже такой эффект, да, как взорвавшаяся бомба был. Прям понравились. Самое сердце поразили мужчину. Вот это выражение, да, любовь с первого взгляда. Даже не разговаривая с вами, даже не подходя к вам близко. Просто человек увидел, примерз к одному месту, ничего не мог с собой поделать, не мог себя заставить двигаться, не мог заставить себя говорить. Это у одних отыграется. У других отыграется, что, возможно, это какой-то, допустим, специалист, банковский служащий, может быть, там работник каких-то госструктур, может быть, доктор в поликлинике, либо медбрат. Может быть, это рабочий, который какую-то работу выполнял, вот вас увидел и все. И все, влюбился, сил нет, держите 7. Вот. А человек ровным счетом ничего о вас не знает. Скорее всего, он приходит в то место, где он вас видел, либо какими-то маршрутами ходит, да, где считают, может вас встретить. Но здесь больше как фантазии, здесь больше как влюбленность в образ. Да, не конкретно в вас, человека, а в образ, ваш образ. Какая-то вы прям божественная были в тот момент, светились изнутри. Не знаю, что-то такое произошло, что он прям влюбился, и теперь никак не может вас найти, не может справиться со своими чувствами. Постоянно о вас думает, постоянно, вот знаете, как чуть ли не молится, да? Хочу найти, хочу встретить, хочу еще раз увидеть. Такой немножечко странный гражданин, давайте так назовем. Так, у кого-то отыграется отец. Вы меня извините, но здесь точно отец. Возможно, вы женщина, девушка, которая росла без отца. Все в жизни бывает, да, не судим будешь. Разные ситуации, могли там родители характером не сойтись, мужчину могло понести, а мужчина вообще, в принципе, мог в тот момент быть не свободным. Да, все бывает, да, мы не будем это ковырять. Пусть это останется у него на его совести. Вот, прям очень хочется вас найти, очень хочется посмотреть, какая вы стали. Очень хочется выпросить у вас прощения за то все время, что его не было. Да, либо не участвовал в вашей жизни и воспитании, либо даже вот как-то и финансово не помогал. Просто бросил на произвол судьбы. Знаете, как родил и бросил. Вот, теперь хочется найти, хочется выпросить у вас прощения. Там человек либо как болеет, да, то есть чувствует, что, может, не так много еще ему отпущено. Либо человек, вот как совесть заиграла, может быть,
Ну, мы все меняемся с возрастом, да, становимся более сентиментальными. Что-то на него нашло. И вот он вас разыскивает для того, чтобы попросить прощения и что-то, как отец, для вас сделать. Ну, например, там, финансово помочь, либо наследство вам оставить. Кстати, по поводу наследства. У кого-то даже может отыграться и обратная ситуация, что ваш отец, ну, грубо говоря, в ненадлежащем виде сейчас находится, и ему, возможно, хочется вас найти, чтобы наоборот сесть вам на шею. То есть, знаете, вот эти моменты, когда родители могут подавать на своих детей в суд, и детей получают содержание. И так, кстати, может отыграться. Но мне почему-то больше идет, что прощения попросить и помогать больше, чем найти, чтобы с вас помощь требовать. Хотя не исключено, что у кого-то именно такая ситуация идет. Есть такое. Так, еще я вижу каких-то родственников, о существовании которых вы не догадываетесь, а вот они о вас совершенно недавно узнали. Но какие-то прям совершенно дальние, либо, ну, знаете, вот эти все тайные дети на стороне. И так может отыграться. Там очень запутанная история. Там, знаете, как все шито-крыто, грубо говоря. Там информации совсем мало. Скорее всего, какие-то приблизительные данные есть о вас, но по факту ничего. Ничего. И вот эти люди, они сейчас где-то далеко от вас сидят и думают: ой, как бы было бы замечательно найти вот нашу родственницу. Но где искать, кого искать, они по факту совершенно не знают. Если вы не против найти новых родственников, возможно, следует всякие, ну, не знаю, там, сайты по поиску людей посещать, либо, не знаю, как сейчас, но раньше была программа, по-моему, «Жди меня» называлась. Очень, кстати, талантливый актер ее вел. Вот. Когда его не стало, царствие ему небесное, я эту программу и не видела особо. Хотя я думаю, что, наверное, должна быть эта программа. Может быть, подать заявку в эту программу, о себе просто рассказать. На тот случай, если вас кто-то ищет. Либо там просмотреть какие-то сводочки, там, где разыскивают людей. Ну, может, такое может быть. Могут даже не вас искать, а кого-то из ваших родителей, да, вот, чтобы выйти на вас. Потому что, возможно, их имена знают и фамилии, а вот вас уже как только могут предполагать, догадываться, как какие-то родственники. Кстати, надо отдать должное, люди очень неплохие. Люди именно хотят... Знаете, какие у них мысли? Мысли такие: а вдруг у нее проблемы? Может быть, какая-то помощь ей нужна, может быть, поддержка. То есть они переживают. Они вас не зная по факту, они за вас переживают. Я не могу сказать, что они какие-то там суперуспешные, либо очень богатые. Просто добрые люди с открытыми сердцами. И если вы вдруг их найдете, они найдут вас, поверьте, вы точно подружитесь. Вы точно станете хоть и дальними, но близкими родственниками. Так мне идет. Так, еще кто вас разыскивает? Ну, здесь даже не разыскивают, здесь больше как копают под вас. Какая-то женщина под вас усиленно копает. Что-то она хочет найти про вас, о вас. Ну, там, знаете, как компромат какой-то. Что-то, что она может использовать против вас. Эта женщина, она близко к вам не подходит, но вы ее точно знаете. Либо она где-то вот на расстоянии с вами находится, держится на расстоянии, копает. Такая ищейка, знаете, ищейка. Знаете, как подорвать вашу репутацию хочет. Либо бросить тень на ваш светлый образ. Но какие-то мысли у нее очень негативные. Очень-очень негативные. Такая даже, знаете, может пойти на то, чтобы даже сфабриковать. Вот если она ничего не найдет, она может даже пойти на какой-то подлог, да, сфабриковать какие-то данные. Но от нее не убудет. Она такая, знаете, бессовестная, абсолютно бессовестная. Здесь, кстати, могут быть для вас не очень приятные сюрпризы, но как бы я вас предупредила, песочек вас предупредил, имейте это в виду. Бессовестная женщина копает под вас. Кстати, даже может и на работе такое быть, да, вот такая вот конкуренточка. Либо в личном может быть, да, чтобы опорочить ваше имя. Кстати, может быть даже чья-то родственница, ну, допустим, свекровь, да, либо бывшая. Кто-то вот копает под вас усиленно. Ну, правда, ничего не находит, ну, что поделаешь.
Вы прекрасный человек, замечательный, не нарушаете ни правил, ни законов, что под вас копать. Вот, но тем не менее, что есть, то есть. Так, кто еще вас разыскивает? Не знаю, то ли клиент какой-то, человек, который с вами как-то контактировал по поводу работы, либо каких-то услуг. Возможно, вы оказываете личные услуги, личного характера. Ну, допустим, там, массаж, может быть, вы эзотерик, да, вы проводите сеансы, может быть, вы бьюти-мастер, может быть, вы вяжете хорошо. Но вы все разные, да, каждый в своем, скажем так, направлении хорош. Здесь вот человек потерял ваш контакт. Видно, к вам обращался когда-то, потерял контакт. Ну, например, связь была через телефон, да, онлайн как-то вы там общались. Либо человек там к вам приходил в салончик, а теперь вы работаете на дому. Человек хотел бы вас найти и возобновить ваше сотрудничество. Хотел бы еще раз получить ваши услуги. Кстати, возможно, даже и не один человек вот именно в профессиональном русле вас разыскивает. Вы бы рекламку, что ли, давали, да, и людям было бы легче вас найти. И вам бы было приятно, что к вам возвращаются ваши бывшие клиенты, скажем так. Но здесь интерес именно сугубо профессиональный, и хочется опять вот сотрудничества и ваших услуг. Вот так вот, мои хорошие. Так, ключик, вот он вышел. И по поводу того, что вы кого-то разыскиваете. Здесь немножко неприятная новость. Тот, кого вы разыскиваете, либо та, кого вы разыскиваете, знает о том, что вы ее, либо его ищете, и заметают все следы. Человек прячется. Не могу назвать причину, потому что вы прям совсем разные. Но четко вижу, что человек прячется. И до поры до времени будет скрывать себя и свое местонахождение. Пройдет какой-то небольшой период времени, ну вот, например, кратный месяцу, да, и человека этого можно будет найти. Либо человек сам выйдет из своего укрытия, и тогда ваша встреча, разговор состоится. Но там какая-то причина. Может быть, в глаза стыдно смотреть, может быть, человек чем-то провинился перед вами, либо денег вам должен, да, должника ищете, оплатить-то нечем. И человек вот умышленно прячется, скрывается. Так, и по поводу информации, которую вы ищете. Но здесь вообще идеально, здесь у вас ключ прям в самом корне рисунка. Это говорит о том, что всю желаемую информацию вы получите в самые короткие сроки. Ключ в ваших руках. Вся информация вами будет получена. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.